Недопустим поверхностный и бюрократический подход. Глава региона провел совещание по противопожарной безопасности. Данные изменения они предполагают привлечение к административной ответственности лиц, повторное течение года подключившихся к энергетическим сетям. О наборе специалистов на вакантные места мировых судей, а также об изменениях, вносимых в закон республики, о госязыках и не только, говорили в парламенте региона. Мы хотим сегодня показать ребятам, что у каждого есть выбор. И все-таки хорошо было бы, если бы они участвовали больше в каких-то форумах. Не назидать, а ненавязчиво вразумить. Дизлайк экстремизму решили поставить студенты политехнического колледжа. Несколько частей, когда у нас появляется, мы склеиваем, и вот примерно появляется вид вот этого сосуда. В поисках артефактов сегодня годовщина создания Республиканского археологического центра имени Крупнова. Как говорят, соперник, восходящая звезда Киргизстана. Хороший парень, молодой, перспективный. Самбист, по-моему, он. Расскажем о подготовке к юбилейному турниру «Дорога в М1. Битва в Назрани». Что ожидает поклонников смешанных единоборств. Добрый вечер, это новости 24. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров в ходе совещания с членами Кабинета министров, представителями правоохранительных структур и руководством крупных торговых сетей и предприятий поручил в течение месяца завершить проверки обеспечения пожарной безопасности в регионе, вынести строгие предписания для устранения нарушений и отчитаться о проделанной работе. На 12 объектах массового скопления людей проведены пожарно-тактические учения, а на 23 объектах сотрудники МЧС провели проверки противопожарного состояния. Об этом более подробно в своем докладе отметил начальник МЧС России по Ингушетии Руслан Калоев. По состоянию на 2 апреля 2018 года проведены на 12 объектах массового пребывания людей пожарно-тактические учения, пожарно-тактические занятия. Совместно с представителями администрации городов и районов проведены проверки противопожарного состояния на 23 объектах. В совокупности с объектами, на которых мы проводили проверки после пожаров в доме торжеств, так называемого Алатау, всего 37. То есть на 14 объектах по согласованию с прокуратурой были проведены то же самое проверки. По мнению главы региона, в вопросе обеспечения противопожарной безопасности недопустим поверхностный и бюрократический подход. Кемеровская трагедия показала, что обеспечение безопасности населения не только в торговых центрах, но и других объектах с массовым пребыванием людей должно стать безусловным приоритетом для руководителей и собственников торговых предприятий. Обычно не только у нас человеческий фактор, он всегда превалирует. Люди начинают понимать, когда что-то происходит, когда что-то случается. Трагедия в Кемерово – это наглядный показатель. Сколько не говорили, сколько не общались, сколько там не предупреждаем, все равно получается, кто-то создает бизнес, вложил вроде бы большие деньги, а копейки найти на то, чтобы там хотя бы себя прикрыть. Мы говорим не столько про бизнес, сколько еще про социальные объекты и проекты. Сколько раз уже мы там объекты сдаем, школы, там садики. Устроить объект. Ну, можно документально готовить, график поставить, но какие-то сроки же должны быть. Начинает выдумывать 1000 причин. Но есть же, кто отвечает за эти проекты. Почему? И опять же берем Кемерово, да, вот этот торговый центр. Начали строить без разрешения, построили без разрешения, достроили в конце концов. Но все равно даже объект не сдан. На ровном месте сами создаете проблемы. На ровном месте. То же самое там с главным муниципальным образованием. Больше чем уверен, сейчас эта проверка идет, и по линии прокуратуры я сразу предупреждаю. Генеральный прокурор задачу поставил прокурорным субъектам. Так никто не хочет. И прокуроры сейчас, естественно, они не так работают, если без указания, это там их не обязанность. А сейчас тем более. И получится, что одним из таких черным по белому должно проходить разрешение на строительство, раз, и разрешение на ввод объектов в строй.
то есть в эксплуатацию. Глава также предложил объявить конкурс на звание лучшего предприятия в сфере пожарной безопасности, в рамках которого поощрить тех владельцев, кто оперативнее и эффективнее других наведет на своих объектах порядок. У нас сгорело здание, где в аренду снимало помещение, там часть подразделения Минтруда. И тогда, когда проверки провести, масштабные проверки, тоже не хватает времени, мозгов. Я сам поднимался там на торговый центр в один Назрани. Те же огнетушители, просто даже элементарно, там, кто старше, давайте вот пожар, вот мы дали пожар. Они даже не знают, как этим огнетушителем пользоваться. Огнетушители должны проходить предыдущую процедуру проверки, да? Там должна быть бирка, когда огнетушитель проверен, заряжен. И те люди, которые там находятся, они должны уметь работать с этим огнетушителем. По пожарным выходам. Да, есть тонкости. Особенно это касается, да, всех объектов. Но особенно социальных объектов. То есть есть такая жесткая тема антитеррористической защищенных объектов. Так нет. Максимально отработать, выявить недостатки и помочь. Повторяю еще раз, особенно часто касаешься там бизнеса, которые там на той стороне сидят. Именно вам помочь, как эти недостатки устранить. Но мы вам можем помочь только методикой, методическим там советом, направлением. Мы вам деньги не дадим на это. Это ваш бизнес, ваши дела. Вы должны максимально быстро эти недостатки устранить. Мы вам можем дать это время, 5 дней, 10 дней, 20 дней, на то, чтобы вы это недостатки устранили. У нас нет, я еще раз говорю всем, задачи, и с прокурором республики мы это обсуждали, нет такой задачи, чтобы сейчас закрыть какие-то все проекты, потому что это торговые центры, это рынки, в конце концов, это школы, это больницы. У нас есть задача навести порядок. Как подчеркнул глава республики, для сотрудников МЧС не должно быть никаких препятствий для проверки противопожарного состояния объектов. Он предложил в случае необходимости подготовить предложение в Народное собрание о внесении изменений в соответствующие законы. Индира Манкиева, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рамзан Ахильгов. Новости 24. Накануне 2 апреля в городе Сунжи около 4 часов утра по улице Грозненская на территории рынка «Привоз» произошел пожар, охвативший общей площадью 200 квадратных метров. Предположительно, огонь вспыхнул в продовольственном магазине, который полностью выгорел. Очевидцы с места событий говорят, что пожар распространялся с огромной скоростью и довольно быстро охватил расположенный рядом магазины контейнерного типа, в которых хранились товары и одежда. Хозяевам тут же сообщили о случившемся. Мы утром пришли, пожар, увидели, все сгорело, что мы туда положили, что ложим. Это наша камера хранения. 346 пар летних было, 143 зимних было. Вот из них вот осталось. Практически все сгорело. Да, все сгорело. Полностью ликвидировали пожар в 5:35 утра по московскому времени. В тушении участвовали 19 человек и 6 единиц техники. Причины возгорания уже устанавливаются. По одной из версий, во всем виновата неисправная проводка. Из-за схода снежного покрова и установления устойчивой положительной температуры в 13 регионах России, в том числе и в Ингушетии, открыт пожароопасный период. В связи с этим рабочая группа из сотрудников МЧС России по Ингушетии проводит проверку готовности региона. Эту проверку провели в природном заповеднике Эрзим, где был выявлен ряд недостатков и установлены сроки их устранения. Также в республике продолжаются проверки торговых центров, рынков и социальных объектов. Сотрудники МЧС доводят до людей основные требования пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать каждому, чтобы избежать вот такой беды. В Доме культуры Назрани сегодня присуждали премии за достижения в области культуры и архивного отдела. Торжественная церемония прошла в присутствии почетных гостей, среди которых и глава Ингушетии. Награды вручали признанные профессионалы своего дела. Амина Бокова расскажет об этом подробно. Моя работа мне нравится за то, что она предоставляет мне возможность изучать социальные и личностные проблемы через художественные образы. 3
претендентов в 16 номинациях: лучшая актриса, актер, работник библиотеки, музея, лучшие вокальные исполнители, танцоры, режиссеры и другие деятели культуры и искусства. Все они борются за награду премии за достижения в культуре и архивном деле, которая собрала в этом зале самых преданных своему делу и профессии людей. Дугурхан Хаутиева уже 37 лет не работает, а, как говорят актеры, служит в театре. По сей день она продолжает участвовать в различных спектаклях, за что и побеждает в номинации «Лучшая актриса года». В номинации «Лучшая актриса года» лауреатами кандидаты, скажу, такие были. Очень хорошие девочки, я их знаю давно. Актрисы Риму Курскиеву, Зулю Кукурхоеву, Мадиночку, я ее обожаю, Костоеву. Поэтому, наверное, сыграла то, что я работаю давно в театре. И не потому, что, как говорит Александр Александрович Калягин, за стаж, а потому что, наверное, у меня 6 тысяч все-таки сыграно в спектакле. И роли такие видные, яркие, запоминающиеся. И самое главное, наверное, что мы работаем для детей. Затаив дыхание, каждый из номинантов надеется услышать собственное имя, но победитель может быть только один. Лучшим актером 2018 года становится Батыр Кациев, артист театра юного зрителя, на сцене уже 15 лет. Награду триумфаторы получают из рук выдающихся деятелей и чиновников республики, и тем дороже эти поздравления. Своей работой вы сохраняете величие родного языка и литературы, наших традиций, обычаев, сохраняющие развитие культурного и духовного потенциала нашего народа. Наша профессия, она не может находиться отдельно от народа, и народ только тогда получает, черпает какие-то очень положительные эмоции, когда артист выходит на сцену. Поэтому это всеобщий наш общий праздник. Национальные танцы, миниатюры и песни, яркие красочные выступления ингушских артистов разбавляют награждение лучших работников культуры. Этот праздник уникален и тем, что не только на сцене, но и в зале сидят настоящие таланты и профессионалы своего дела. Они не просто работники культуры, они ее неотъемлемая часть, ее создатели и ее хранители. И не только взрослые, но и самые юные. Камила Дзейтова еще не окончила начальную школу, но уже уверенно шагает по стопам своего известного отца, музыканта Тимура Дзейтова. Культура – одно из самых динамично развивающихся направлений в Ингушетии. Об этом говорит большое количество различных концертов и международных фестивалей, проведенных за последние годы. Один из самых крупных – кинофестиваль «Золотая башня». Кроме этого, ежегодно вся красота ингушской культуры демонстрируется в различных городах России и странах мира. Не остаются в стороне и музеи, которые регулярно пополняются новыми экспонатами. Ну а самыми основными достижениями в области культуры можно считать реставрирование и строительство множества сельских домов культуры. И это далеко не все. Конечно же, большую часть здесь занимали памятные мероприятия, посвященные 25-летию гибели, подвига и Сулымбека Сосруловича Асканова. И сегодняшний день – это своеобразный итог всем этим памятным мероприятиям и праздничным. Мы отмечаем тех, кто достиг высоких результатов, тех, кто продвигал культуру Ингушетии не только в республике, но и далеко за пределами нашей страны. Удачи и успехов в работе виновникам торжества пожелал и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Он отметил огромную роль культуры в жизни человека и общества в целом. Ведь именно культура формирует самосознание целых поколений. Ее развитие влияет на образование и эстетическое воспитание детей и молодежи. Роль культуры, она очевидна во всем, во всех отношениях. Нет такой сферы, где нет культуры. И в семейной жизни, и в спорте, и в религии, и в обычной общественно-политической жизни. Буквально недавно прошли выборы президента Российской Федерации. На выборную кампанию огромная роль отводилась в том числе и культуре поведения и кандидатов в президенты, и доверенных лиц. Поэтому нет такой сферы, где не присутствовала бы культура в самом виде. Ну, конечно, то, что мы сейчас отмечаем, это сфера, связанная с культурой большой буквы. Это сфера, которая сохраняет
наши глубокие корни, традиции, обычаи во всех отношениях, и в танцах, и в форме одежды, и в песнях, и в стихах. И как красиво это преподать. Поздравляет деятелей культуры и спикер парламента Зелимхан Евлоев. Председатель Народного собрания отметил, что государство всегда поддерживало и поддерживает развитие культуры в нашей стране. Об этом говорят большое количество программ, которые успешно реализуются в республике. Это и театры малых городов, и местный дом культуры. Спасибо вам за ваш героический труд. Вы и сложные времена не оставили свои профессии. Вы были верны выбранным профессиям. Отдельно вам спасибо и от депутатского корпуса. От чистого сердца еще раз поздравляю вас с вашим праздником. И эти аплодисменты вам, дорогие работники. Спасибо вам. Уже после подведения итогов ежегодной премии за особый вклад в культурную жизнь республики отличившиеся деятели получают цветы, почетные грамоты и благодарность уже лично от главы Ингушетии. В этот вечер работники культуры услышат еще много приятных слов и пожеланий в свой адрес. Ну а потом настанет снова обычный трудовой день, который они проведут в заботах о своих зрителях, слушателях и читателях. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24. Внимание, точная диагностика и рекомендации. Все это в рамках масштабной диспансеризации населения при участии медицинского отряда Федерального медико-биологического агентства. Врачи прибыли в Ингушетию накануне. Они тесно взаимодействуют с Минздравом региона. Сейчас продолжают работу в Малгобекском районе. О втором дне приема расскажет Мадина Пугоева. Это тяжелое заболевание Альфия Шадиева перенесла в раннем возрасте. Диагноз поставили своевременно, а потому и лечение начали почти сразу. Результат правильного консервативного лечения налицо. Девочка уже может ходить самостоятельно, при том, что могла стать и вовсе инвалидом. Этот щелчок еще может сохраняться у вас и всю жизнь, но при этом объем, вы видите, да, полный, отведение в тазобедренном суставе. То же самое при ведении. Полное абсолютно. При этом ребенок не испытывает никаких болевых ощущений. В правом тазобедренном полный объем отведения, приведения. Все отлично. Маленького пациента осматривает опытный хирург Кирилл Зимарев. Причин для переживаний нет, уверен он. Лечение дало положительные результаты. Теперь важно правильно реабилитировать ребенка. Чтобы продолжить восстановление опорно-двигательного аппарата, врач из Москвы дает родителям девочки дальнейшие рекомендации. Параллельно прием ведет и врач-невролог. В первый день своего приезда он успел осмотреть полсотни маленьких пациентов. В числе самых распространенных диагнозов – эпилепсия, ДЦП и пороки головного мозга. Для большинства деток у вас есть отличные возможности проводить лечение и здесь тоже. Здесь с докторами уже обсудил. Проводят курсы реабилитационного лечения, массажа, лечебную физкультуру. Этого вполне достаточно для большинства больных. Но некоторых, конечно, нужно направлять в центры для дообследования, для уточнения диагноза и назначения специфического лечения. Дети, которым необходима высокотехнологичная помощь, пройдут до обследования и дальнейшее лечение по программе обязательного медицинского страхования за пределами республики. Впрочем, желающих пройти диспансеризацию в рамках приезда врачей из Москвы оказалось больше, чем предполагалось. У каждого из них своя история болезни. Неврологические заболевания. Неврологическое отделение обнаружить эпилепсию. Проверка анализ собрать. Пока прием ведут врачи из сводного медицинского отряда Федерального медико-биологического агентства России вместе с ингушскими медиками, эпидемиологи решили параллельно провести иммунизацию детского населения. Вся необходимая для этого вакцина хранится в специальных холодильных камерах. У нас каждая полочка промаркирована, строго соблюдается холодовой режим. Хотелось бы отметить, например, что за вчерашний день у нас прошло намного больше сделано прививок по сравнению с обычными днями. То есть вот эта активность, она связана не только с обследованием врачами, но и также с проведением иммунизации. А тем временем опытные специалисты из Москвы продолжают вести прием к услугам маленьких пациентов: травматолог, окулист, кардиолог, педиатр, нефролог и другие врачи узких специальностей. 78 впервые выявленных заболеваний и ни одного пациента с онкологией или туберкулезом. Приезд врачей из Москвы уже дает положительный
положительные результаты. За 2 дня медики успели осмотреть почти 300 детей. Прием маленьких пациентов продлится до пятницы. За это время врачи смогут провести полную диспансеризацию детского населения в Малгобекском районе Ингушетии. Мадина Пугоева, Рамазан Миржоев, Новости 24. Более 40 вопросов рассмотрели сегодня на очередном заседании Народного собрания республики. Депутаты дополнительно внесли в повестку 26 законодательных инициатив. На встрече говорили о наборе специалистов на вакантные места мировых судей, а также об изменениях, вносимых в закон республики о государственных языках. Затронули на заседании вопросы о внесении поправок в Кодекс России об административных правонарушениях в части усиления мер наказания за повторное незаконное подключение к сетям инфраструктуры. Данные изменения они предполагают привлечение к административной ответственности лиц, повторно в течение года подключившихся к энергетическим сетям, и предполагается установление штрафов таких размеров, как на физических лиц это от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 30 до 80, на должностных лиц от 30 до 80 тысяч рублей и на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. Спикер регионального парламента также напомнил коллегам на предстоящих важных политических событиях. 9 апреля глава республики выступит с ежегодным посланием Народному собранию Ингушетии. А 26 числа Юнусбек Евкуров отчитается о деятельности регионального правительства за 2017 год. Зелимхан Евлоев отметил, что народные избранники все без исключения должны принять участие в этих мероприятиях. Каждый профильный комитет по своему направлению подготовит актуальные вопросы, волнующие жителей республики. К мнению и пожеланиям жителей прислушались и при благоустройстве населенных пунктов. Благодаря реализации программы «Комфортная городская среда» развивается инфраструктура, благоустраиваются дворовые площадки, строятся социальные объекты. Так, в Сунже преобразят улицу Комсомольская. Именно за нее проголосовали большинство горожан 18 марта. Микаил Тангиев с подробностями. В рамках масштабного проекта «Комфортная городская среда» жители города Сунжа подали большое количество заявок в местную администрацию для благоустройства общественных территорий. Из них было отобрано 7, которые выставили на предварительное голосование. Наибольшее количество голосов набрали Сунжинский пруд, площадь Асканова и центральная улица Комсомольская. 18 марта было проведено рейтинговое голосование, на котором приняли 15 114 человек. По итогам голосования 46% граждан проголосовало за центральную улицу Комсомольская. Данная территория будет благоустраиваться в 2018 году по программе формирования современной городской среды на 2018-2022 года. Дизайн-проект благоустройства улицы Комсомольская уже размещен на официальном сайте администрации города. По этому направлению жителями также провели информационно-разъяснительные беседы, где были учтены пожелания каждого гражданина. В ходе проведения всех необходимых мероприятий был составлен план, согласно которому, в числе прочего, центральную улицу города собирается полностью заасфальтировать. Нах да хоз ценмотик хоге машина лилги озол машина сделал асфальт обила то еще одних мотик хоге. Помимо этого, в местной администрации запланировано благоустройство дворовых и общественных территорий, которые предусматривают выполнение минимального и дополнительного перечня работ в рамках городской среды. Минимальный перечень работ: ремонт дворовых проездов, организация освещения, установка скамеек, установка урн для мусора. Дополнительный перечень работ: оборудование детских и спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок. Это еще будем делать озеленение, иные виды работы для благоустройства нашего города. Заместитель местной администрации также подчеркнул, что Сунжа – это молодой и процветающий город, и необходимо сделать все возможное, чтобы он соответствовал своему статусу. А жители, в свою очередь, просят не оставаться в стороне и принимать активное участие в благоустройстве и создании удобств в родном городе. Микаил Тангиев, Хаваш Гойгов, Новости 24. 3 апреля 1997 года постановлением Народного собрания республики утверждено название нашей столицы – Магаз. Если на тот момент было всего лишь название, то сегодня Магаз – один из самых динамично развивающихся городов России. Магаз – второй после Санкт-Петербурга город, основанный специально как столица, и носит имя центрального города древнего государства Алания. С каждым годом, становясь все краше, вновь возрожденный Магаз радует своих жителей и туристов красотой и гостеприимством.
Дизлайк экстремизму решили поставить студенты политехнического колледжа. Там прошла профилактическая беседа, организованная Комитетом по делам молодежи. Обсудили ответственность за террористическое преступление и меры профилактики против распространения экстремистских идей. Светлана Томова расскажет. Дизлайк экстремизму. Именно под таким названием Комитет по делам молодежи проводит цикл профилактических тренингов. На сегодняшний день это явление – настоящая болезнь человечества. Здесь уже речь идет о моральных и духовных ценностях. В борьбе с этим недугом все средства хороши. Одно из них – это профилактические встречи с молодежью. Правда, проводят их не с целью нравоучения, а в первую очередь для того, чтобы привлечь молодежь республики к участию в различных форумах и семинарах. Мы хотим сегодня показать ребятам, что у каждого есть выбор. И все-таки хорошо было бы, если бы они участвовали больше в каких-то форумах, которые предлагает Комитет по делам молодежи, участвовали бы в наших мероприятиях. Все мы знаем, что в этом году, например, год волонтера, добровольца, объявлен президентом. И очень много мероприятий, направленных непосредственно на укрепление межнациональных отношений и профилактику экстремизма в этом году запланировано. В таком ключе мы очень хорошо сегодня с ребятами пообщались. Адам Келиматов 2 года подряд принимал участие в форуме «Машуки», занимал максимальные баллы по представленным различным проектам. Сегодня он рассказывает, что при желании можно добиться всего. Молодой человек даже обещает провести мастер-класс для желающих участвовать в подобных форумах. По его мнению, лучше иметь возможность научиться зарабатывать легально, чем идти на поводу у вербовщиков-экстремистов, предлагающих легкие деньги. Я начал искать пути, как действительно можно сделать, не только заработать себе, но и дать заработать другим ребятам, в том числе и помочь им, так называемым в Европе социальный риск, который очень сильно отсутствует в нашем обществе. Действительно доказать себе, что тебе не нужен никто, чтобы действительно добиться той или иной цели в своей жизни. Хади Муркусова считает, что чаще на крючок экстремистов попадаются студенты, ведь именно в вузах и СУЗах участились попытки вербовок молодежи в ряды террористов. Потому очень важно, чтобы сейчас молодые люди понимали, что этот выбранный путь ни к чему хорошему не приведет. Мы, как студенты, должны акцентрировать свое внимание именно на учебе. Если уж мы приходим на учебу, то мы в первую очередь должны учиться. Учимся мы, чтобы построить в дальнейшем будущее. От этого зависит именно каким оно будет, как мы учимся. И если человек будет действительно заниматься своей учебой, своим делом, у него не будет мыслей в голове касаемо других каких-то тем. Необдуманный комментарий, оставленный в интернете, фраза, случайно брошенная в обсуждениях или в переписке, может запросто привести человека на скамью подсудимых. Экстремистские ролики и высказывания в социальных сетях постоянно фиксируются правоохранительными органами. А то, что установить излишне активного пользователя и привлечь его к ответственности не составляет для правоохранительных органов никаких проблем, давно уже не секрет. На сегодняшний день мы пытаемся донести до молодежи тот факт, что в любом случае, в любом его изъянии, способствии, либо распространение той или иной негативной информации в тех же социальных сетях, либо просто слова сказанные, это все преследуется. Молодые пользователи социальных сетей в первую очередь должны думать, о чем они пишут и кому. И главное, не давать интернет-вербовщикам затуманить свое сознание экстремистской пропагандой. Светлана Томова, Мейрбек Миржоев. Новости 24. Это еще не все новости. Сразу после короткой рекламы во второй части программы вы увидите. Сегодня годовщина создания Республиканского археологического центра имени Крупнова. Расскажем о подготовке к юбилейному турниру «Дорога в М1. Битва в Назране». Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41.
18 лет назад в Ингушетии при Министерстве культуры был создан Республиканский археологический центр имени Крупнова. Сегодня они отмечают годовщину, причем делают это в основном, занимаясь профессиональным делом – раскопками. Найденные артефакты позволяют восстановить историю. Благодаря скрупулезной деятельности этих специалистов проведены сотни уникальных исследований. Репортаж Залины Могушковой. Данная керамика датируется 5-13 веками. Археологи постоянно проникают вглубь истории и представляют свои находки обществу в виде экспонатов, которые впоследствии оказываются на витринах музеев. Исрой Полкостоев увлекается археологией чуть ли не с самого детства. Это такой род деятельности, в котором за компьютером сидишь реже всего, говорит он. Но даже за рабочим столом они переносятся в горную Ингушетию. Чаще всего в их руках не бумаги или компьютерная мышка, а история, порой раздробленная на кусочки. Несколько частей, когда у нас появляется, мы склеиваем, и вот примерно появляется вид вот этого сосуда, каким он был, каких размеров он был. Вот. В данном случае это была довольно большая чашка. Огромный труд в развитие ингушской археологии внес и Умалат Гадиев. Ученый одержим своей профессией. Не счесть, сколько раз он падал в горной местности в поисках какой-либо затаенной правды. Несмотря на подорванное здоровье, Умалат продолжает изучение горной местности. В последнее время он усиленно работает над определением возраста архитектурных объектов дендрохронологическим и радиоуглеродным методами. Они позволяют наиболее точно определить возраст башен с помощью древесины. Научная работа проводилась за счет спонсорских средств и благодаря президентскому гранту, полученному Умалатом. Взято больше 150 образцов древесины из 40 исторических построек. Это склепы, храмы, святилища, боевые и полубоевые башни. Некоторые результаты уже получены. Результаты датировки святилища Тушоли, поселения Кук, дата которой заключается в хронологическом отрезке 1437 по 1480 годы. Вот в этих пределах построен этот объект, что существенно, потому что до сегодняшнего времени этот объект датируется более поздним периодом, вплоть до 17 века. Поэтому эти исследования показали, что этот культовый объект намного древнее, чем мы себе представляли. А в конце прошлого года в Джарасском районе ингушские археологи нашли неизвестный ранее солнечный могильник. Во время обхода башенного комплекса Таргим они совершенно случайно обнаружили памятник архитектуры. В дальнейшем, конечно, здесь необходима тщательная археологическая расчистка с тем, чтобы, во-первых, выявить погребальный инвентарь, выявить категории вещей, которые здесь могли сопровождать усопших в древности людей и таким образом установить точный возраст этой каменной конструкции. Археологический центр имени Крупнова проводит свои исследования в каждом районе республики, не только в горах, но и на равнине. За 18 лет работы немало раскопанных ценностей, повествующих об истории, культуре и религии Ингушетии. Все эти исследования нашли отражение в печатных изданиях центра «Вестников археологии». В один из последних вестников вошли результаты раскопок курганов и Кажве, где найдена погребальная комната. Она хранила все это время артефакты раннеаланской культуры. Скорее всего, железные пряжки. В общем, к сожалению, тоже частично разрушены. Можно показать ряд других находок. Это мелкие такие вот фрагменты из бронзы. Это бляшки. В общем, еще одна бляшка. Их здесь достаточно много. Бляшки других форм и конфигураций. Со дня своего основания Центр прошел большой путь от формирования материально-технической базы и штата до сохранения десятков археологических памятников Ингушетии. Также сотрудники Центра представляют наше наследие за пределами республики на международных научных площадках. Залина Могушкова, Тамерлан Хамхоев, Новости 24. Комитет экологии продолжает проводить рейды по несанкционированным свалкам региона, но и выявлять причины скопления отходов. На этот раз под проверку попала свалка на окраине селения Далаково. Подробнее расскажет Рашид Хамхоев.
Ежедневно сюда местные жители вывозят весь мусор. Любопытно, что именно это место, на котором сейчас образовалась свалка, изначально было выделено администрацией сельского поселения для реализации проекта компании «Экосистемы». По плану здесь должны были установить контейнеры для мусора, откуда в дальнейшем их увозили бы на специально назначенный полигон в станице Нестеровская. Но ни контейнеров, ни ограждения не было установлено. Это временная площадка, значит, она отведена под временную площадку. Мы ее стараемся каждый месяц, мы этот убираем, консервируем. Но опять же, одно убираем, в следующем месте значит образовываться вот эта стихийная мусоросвалка. Еще в январе этого года свалку должны были ликвидировать, а все отходы вывести в полигон. Но этого не произошло. Одна из причин тому нехватка ресурсов у администрации Далакова. Мне не повезло, что вы приехали сюда. Значит, у меня был заказан, значит, бульдозер. Хотели мы полностью вот это очистить, вот это, ну вот. А ту площадку мы очистили, полностью убрали. Значит, вот эту площадку мы очистили, полностью убрали. Внизу законсервировали мусоросвалку, туда мы вообще ее закрыли. А вот здесь вот никак не можем, чтобы люди сюда не возили, вот это никак не можем. Ну, не получается у нас. Ответственные за сложившуюся ситуацию могут понести наказание на законодательном уровне. Нами будут приняты меры по возбуждению административных дел в отношении виновных лиц. Как мы сказали, это и глава района, Назрановского района, и глава сельского поселения должны за это отвечать. В марте этого года глава республики поручил законсервировать все свалки и создать необходимые условия для препятствования образования схожих скопищ, а также организацию вывоза отходов на назначенные полигоны. Рашид Хамхоев, Хаваш Гойгов, Новости 24. Комитет по лесному хозяйству Ингушетии подвел итоги работы за прошедший год. Так, с начала 2017-го комитету удалось провести все запланированные лесокультурные мероприятия. Стоит отметить, что Ингушетия одна из первых в России закончила посадку лесных культур. Сегодня мы подводим итоги работы комитета за 2017 год, а также ставим задачи на 2018 год. Мы сегодня отмечаем положительные моменты, которые у нас есть. Это по лесоразведению. В 2017 году мы посадили на площади 56 гектаров около 130 тысяч саженцев. Это порода ясень, липа, ну и другие породы. Также в прошлом году комитетом было проведено 152 проверки, из них 21 рейдовое мероприятие, которые выявили незаконную добычу древесины. В Алхасты нарушители были привлечены к ответственности, а все материалы переданы в отдел полиции для принятия необходимых мер в соответствии с действующим законодательством. У нас есть такие показатели положительные еще в области охраны лесов от пожаров. Практически не допущено пожаров в лесном массиве. Все мероприятия, которые были запланированы в 2017 году, мы их выполнили в полном объеме. В текущем году перед комитетом поставлено много задач. С началом весны сотрудники Комлесхоза уже приступили к озеленению Сунжинского хребта. Эта работа проводится уже 4-й год подряд. В комитете уверены, что облесение холма принесет много пользы. Помимо эстетической стороны идет речь и о защите почвы от эрозии, при опасности обрушения селевых потоков и об укреплении почвы корнями. В планах комитета лесного хозяйства озеленить не только Сунжинский хребет, но и соседний Терский. Ну а в ГУПе Алханчурская вовсю занимаются севом яровых культур. Здесь, кстати, сроки имеют решающее значение в получении дружных всходов и гарантированного высокого урожая. Уже засеяли 2000 тонн пшеницы, 300 гектаров подсолнухов, чуть больше горчицы. Подробнее Ната Ивлоева. Улучшением погоды в ГУП Алханчурская начались весенние полевые работы. На поле Даут Алиев трудится более 40 лет. Сегодня его основная задача – подготовить почву к посеву. Работа ему нравится. Здесь он проводит большую часть своего времени. Коллектив делал для формальности. Сколько они имеют, чтобы говорить, сделал, и бог хазам делал, ворхи, Работа аграриям предстоит нелегкая. 349 гектаров горчицы они уже посеяли. Сейчас же собираются сеять кукурузу. Она займет 600 гектаров площади. А чуть дальше будет расти подсолнух. Он займет 300 гектаров земли. Уже через 2 недели семена дадут свои ростки. Посев планируется закончить до 20 апреля. Поддерживаю обработки пропащенной культивации. По структуре мелехаться, но подсолнечник кукурузы в первую очередь доезжает.
Задействовано 5 культиваторов у нас, 5 тракторов. И поломка. А в данное время уходил, что баргуштей парды. С утра пораньше и допоздна. Бог возьмет и озер. Купалханчурская в этом году посажено 1200 гектаров пшеницы. В данный момент ведутся работы подкормки почвы аммиачной селитрой. Ее сюда завезли 200 тонн. Это вещество удобряет ростки и позволяет защитить почву от накопления грибков и бактерий. Агрономы надеются, что урожай в этом году будет хороший, так как они приложили все усилия для этого. Главное, чтобы погода не подвела. Ната Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Руслан Албогачиев стал серебряным призером чемпионата России по дзюдо среди незрячих и слабовидящих спортсменов. Турнир прошел в первых числах апреля в подмосковном городе Раменское. Албогачиев в весовой категории 81 килограмм взял второе место. По ходу турнира спортсмен обыграл сильных соперников, в том числе и действующего чемпиона России. Взять золото Руслану не позволила досадная ошибка. Но все же эта серебряная медаль дает ему право выступать на будущих международных турнирах в составе сборной России. 10-й юбилейный турнир «Дорога в М1. Битва в Назрани» ожидает поклонников смешанных единоборств. Уже известен файт-карт состязаний. Главным событием вечера станет поединок между ингушским бойцом Баширом Гагиевым и азербайджанским файтером Али Алхаслы. Турнир обещает быть зрелищным. Тамерлан Хамхоев продолжит. 7 апреля состоится юбилейная битва в Назрани. В зрелищных противостояниях сойдутся лучшие спортсмены в различных весовых категориях. Ингушские бойцы также примут участие в предстоящих поединках. В первую очередь нашим спортсменам важно отстоять честь республики, поэтому они в процессе подготовки не делятся на воспитанников того или иного клуба. В числе бойцов, заявленных на битву, и Илес Алмазов. На данный момент его подготовка продвигается без сбоев. Как отмечает тяжеловес, все должно пройти как по маслу. Основной ударник хавара, базовый вид кикбокс хавара, ударники, атак, тибек, грозные, потом борьба и дамова. Вейкаиге, тренировки, хабета, берг, грозные, тренировки, это чакани процесс. Ханс, ехали с вот суббота, алытыр макака ханды садасни дамова, атак дегдяды. Войнах, Эрзи, Панчер, Эскар, Нарт и другие. В республике достаточно клубов, которые могут представить своих лучших бойцов на турниры по ММА. Все спортсмены проходят отбор перед тем, как выступить на битве. Выигрыш на турнире под эгидой M1 Challenge является своего рода путевкой на битву в горах. Туда хочет попасть каждый, поэтому и тренируются спортсмены усиленно. Это мой уже 4-й профессиональный бой. Раньше я выступал. У меня 2 боя битвы на Назрани было, М1. Один сложился для меня удачно, второй крайний бой неудачно для меня сложился. И вот после горького этого поражения я хочу обратно доказать, что я могу представлять нашу республику достойно. Впереди у ребят очень важный и ответственный этап подготовки – весогонка. По словам тренера Исы Тенгиева, все проходит в штатном режиме, и ошибок от спортсменов в ходе этого процесса не ожидается. Сейчас пока все идет хорошо, пока все идет по плану, у ребят пока нет никаких травм. И сейчас у нас идет уже завершающий этап. У нас были сборы в Дагестане и в Чеченской республике были сборы. В соглавном бою спортивного вечера в рейдж должен выйти еще один наш яркий боец, уже известный в мире ММА Ахматхан Боков. Он уже зарекомендовал себя как зрелищный файтер и теперь вновь надеется оправдать все ожидания болельщиков. Подготовка проходит довольно успешно. Начальную подготовку мы провели на базе Беркута на сборах в Чеченской республике. Сейчас концовка, решающая стадия, весогонка. Здесь проводим дома у себя. Мелочи оттачиваем, вес подгоняем. Как говорят, соперник, восходящая звезда Киргизстана. Хороший парень, молодой, перспективный. Самбист, по-моему, он и в ударке хороший, борьба у него довольно на хорошем уровне. Посмотрим, речь покажет, кто лучше. 7 апреля во Дворце спорта «Магаз» будет жарко. Не пропустите очередное спортивное зрелище. Бои ожидаются яркими и бескомпромиссными. И пусть победу одержит сильнейший. Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гатагажев, Майербек Мержоев, Гапурчик, Киев. Новости 24.
Хоккейная команда «Магаз» на днях выехала в станицу Северскую Краснодарского края, чтобы принять участие в хоккейном турнире «Противостояние». Торжественная церемония открытия третьего ежегодного чемпионата уже состоялась. Он собрал на арене ледового катка «Айс-Арена» 6 хоккейных команд игроков 2008 года рождения и младше. Турнир проходит по круговой системе, 3 периода по 15 минут чистого времени. Не будет длиться до 4 апреля. Будем следить за развитием событий и болеть за наших ребят. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи.